Так, всем добрый вечер. Мы вышли в прямой эфир. Сообщаем вашим подписчикам, что мы вышли в прямой эфир. Отлично. О, здравствуйте, Никита. Так, кто собирается? Напишите, пожалуйста, слышно ли, хорошо ли слышно меня. Раз. Мы ждем, когда к нам присоединится наш гость. Всем привет, кто присоединяется. Машу всем ручкой. Спасибо, Никита. Да, ура, слышно, супер, это радует. Так, ждем, что сейчас к нам присоединится Альбина Закирулина. И мы начнем наш 4-й прямой эфир «Почему Альметьевск?». Вот, а пока вам расскажу, что у нас теперь есть одноклассники. Ищите нас в Одноклассниках. У нас каждый четверг вечером будут потрясающие, очень интересные, необычные эфиры. Например, прошлый четверг у нас был вечер татарской песни. Вот. А в этот четверг будет Альфред Бустанов рассказывать про татарские рукописи. Так. Ждем Альбину. Альбина должна к нам присоединиться, и мы начнем разговор. Так. Сейчас мы ей даже напишем. Так, привет, Альбина, жду тебя в эфире, присоединяйся. Так. Да, еще мы есть в ТикТоке. И ТикТок полностью во власти наших гидов по сказкам, поэтому приходите еще и в ТикТок. Так, вот, Альбина с нами, ура! Выйти в прямой с Альбиной. Привет! Привет! Мне кажется, я пришла ровно вовремя, когда я включила эфир, я услышала фразу «Теперь мы есть в ТикТоке». Супер, респект. ТикТок — это кайф. Мы есть не только в ТикТоке, но теперь еще в Одноклассниках. Мы прям... Вау, супер. На самом деле, мне кажется, Одноклассники — это недооцененная соцсеть, на которую мы смотрим, типа, новое поколение смотрит с некой долей снобизма, но там просто куча людей, и с ними можно разные интересные делать с маркетинговой точки в зрения, общем, в да, том мы числе. вот в этот четверг потестили. Потребительски отозвалась об Одноклассниках в моем стиле. Так, как тебе меня слышно? Хорошо? Супер, да, все круто. Слышно ли меня? Да, я тебя прекрасно слышу, замечательно. Там, напишите нам, пожалуйста, хорошо ли нас обеих слышно в комментариях. Класс. Да, Я вижу своих знакомых, которые присоединяются. Всем привет. всем Мы сегодня будем говорить про Альметьевск и не только, и как Альметьевск стал очень классным городом благодаря разным клевым ребятам. Вот. Ну, давай я скажу, что сделаю подводочку маленькую. Давай. Да, о том, что это наш 4-й выпуск таких веселых разговоров с друзьями паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках», который инициирован компанией «Татнефть» и реализуется Институтом исследования стрит-арта. Тема эфиров «Почему Альметьевск?», ну и, в общем, около всего этого мы будем разговаривать о том, что нам интересно. Только о том, что нам интересно. Я поддерживаю. Не люблю делать в жизни то, что мне неинтересно, поэтому все супер. Супер, нам пишут, нас обеих слышно и видно прекрасно, замечательно, это очень радует. Да, спасибо. Так, меня зовут Катя Удалова, я куратор просветительской части проекта, а также курса «Гид по сказкам». И сегодня у нас в гостях Альбина Закирулина, главный редактор медиа-документального проекта «Кайтам».
И насколько я понимаю, что в прошлом на твоих плечах был пиар театра «Угол», Таткульт Феста, что, да? Я правильно говорю? Да, не высраешь, но все, что я услышала, все правильно, да. А вдруг, когда я подвисла, я говорила что-то не то? Не страшно, я потом, если что, послушаю. Так, Полную давай я версию. где-нибудь выключу этот Wi-Fi, может быть, будет лучше. Так меня лучше, стабильнее видно. Ну, вроде как звук практически не пропадает, картинка немножечко иногда виснет. Но главное, чтобы зрители видели, а мы с тобой просто друг друга слышали. Поэтому, мне кажется, все окей. Слушай, мы с тобой познакомились летом, вот, собственно, прошлым летом, и я прям хочу начать сразу со слов благодарности. О, Благодарность взаимно. Кассе Фадеевой, которая вообще нашла тебя в просторах интернета и сказала, давайте пригласим Альбину, потому что она мега крутая, и мы такие, да, давайте. Вот, а во-вторых, тебе и Радмиле, потому что во время этой встречи прямо рядом с муралами, серией муралов на строителей Азбука, да, начали рассказывать мне про потрясающий спектакль «Алиф». Я на тот момент не знала, что он потрясающий. Вот, про Нурбека, и потом ты нас еще пригласила представить проект на Таткультфесте, и я все это увидела своими собственными глазами. Вот, кстати, к нам присоединился Ильяс, это продюсер фестиваля Таткультфест. Так, Класс. Ага. так, это что такое? Кто-нибудь знает? Так, все в порядке. Я вернулась. Да, большой респект, потому что это реально очень круто. И для меня это был такой, знаешь, я познакомилась с татарской современной творческой интеллигенцией. Я послушала Зули Камалову, вот просто голос, знаешь, до сих пор у меня, я слушаю ее периодически, ее альбом последний про Он супер. предприятие любви, да. Это Вот. самое большое мое музыкальное потрясение прошлого года. И не татароязычное там, да, а вообще в музыке одно из самых больших за прошлый год. Поэтому я абсолютно поддерживаю. Зуля Да, очень талантливая. и Йылдыз Минулина тоже потрясающая поэтесса, и Эльмир Низамов, по-моему, да, автор как раз музыкального сопровождения к... Нет, там Михиль делал аранжировку. Ну, в общем, это был такой онлайн способ. Вот ровно как сейчас, мне кажется, все работают. Они делали это до того, как это стало мейнстримом. Ну да, впрочем, музыкальные... Все были в разных городах, да, может, даже в разных частях света, и, в общем-то, они так сделали альбом. Вот. В общем, для меня тут уикенд в Казани был просто одним из важных таких впечатлений и даже вдохновения. Мы еще, тогда девочки-гиды еще приехали, мы потом вместе поехали в Свияжск. У меня был полный, знаешь, полный творческий порыв. Это было очень круто. Супер. Расскажи чуть-чуть про этот фестиваль. Да, можем начать с фестиваля. Это фестиваль новой татарской культуры. Я буду рассказывать про то, как я с этим знакомилась, да. Почему мне кажется важным проговорить абсолютно все чувства, потому что если я как пиарщик буду только хвалить, как бы, да, то это будет как-то, ну, это будет скучно. Это и так понятно, что пиарщик должен хвалить. В первый год, когда был Таткульт, я не ходила на фестиваль, потому что то ли меня не было в городе, то ли я была в городе, но меня смутило название, типа Таткульт, чего татарское возводить в культ, не могли получше название придумать. Это было в год, когда я работала еще с Углом, с Анной Карениной, и, собственно, я не была в команде Таткульта, разумеется, была только каким-то таким сторонним наблюдателем того, что в городе происходит. Вот. И мне казалось, что это не модно. То есть у меня был такой снобистский взгляд. Я вообще в Казань впервые, когда приехала, подумала, ну это деревня. Вот. А уже потом, когда мне показали город влюбленными глазами, я в него тоже, собственно, уже влюбилась. Уже на следующий год ребята позвали меня в команду. Я уже пришла знакомиться и послушала, что говорят продюсеры фестиваля, да, как это вообще все устроено, и насколько это вообще супер богатая палитра разных штук, которые вот в новой татарской культуре происходят. Я поняла, что я, ну вот по фантику с названием, да, сделала какой-то вывод. Вот. Был очень клевый дизайн и в том году, когда я не работала, и в том, когда я работала, потому что дизайнеры очень крутые. Вот. И, собственно, если говорить про этот фестиваль, это действительно такой...
Срез, ну, скажем так, если ты хочешь узнать все новое и классное, что Да, я появилось в согласна. татарской культуре за год последний, просто идешь и смотришь на фестики за один, два, там, 3 дня и видишь все, что достойно внимания. Ну, практически все. Иногда бывает так, что кто-то не может приехать и так далее, но в целом это такой вот очень мощный. Ну, у меня а, именно такое впечатление было, что ты как раз приходишь, и у тебя есть полное представление о том, что сейчас происходит вот в творческом плане. Причем все палитры краски от художественных до музыкальных, театральных, каких угодно. И такое воодушевление, это так интересно, потому что... Да, причем, мне кажется, самое важное здесь это то, что, несмотря на то, что название как бы Таткульт, и это фестиваль про новую татарскую культуру, на самом деле, что мне было очень приятно увидеть, это что ты можешь вообще не знать язык, но ты придешь, и тебе все равно будет клево и интересно. Потому что так же, как мы слушаем музыку на каких-то языках, которые мы, например, не знаем, да, Да, там на на английском. французском, я не знаю французский. Да. Вот, да, или, например, кто-то не знает английский, слушает на английском и так далее. Потому что это про чувства, да, и там 3 музыкальные сцены, это все-таки музыкальная там главная, наверное, составляющая, но есть еще там 15 других сцен, да, и это и дизайн, а для того, чтобы как бы прочувствовать крутость дизайна, тебе не нужно знать язык. И поэтому очень клево было собирать вот отзывы от людей, которые не владеют языком, но говорили, что они пришли и типа застряли на весь день, потому что клево и так далее. Вот. И в этом смысле очень ценно именно то, что это очень большое количество артистов, дизайнеров, художников, режиссеров, которые вот собираются в день города, в сердце города, в Кремле. Да, это такая мощная площадочка. Вот. И, в общем-то, это доступно каждому, потому что свободный вход, и это вот очень здорово. И ночная программа там была тоже классная в том смысле, что мы немножечко расширили историю. То есть мы попытались транслировать крутость регионов в целом. То есть не только про Татарстан, к нам приезжали разные музыканты. И, собственно, такое региональное звучание. То есть это были только регионы, там в основном из музыкантов. И это тоже было прикольно. Я Вот. думаю, что все-таки в этом, конечно, большое преимущество искусства, потому что это международный язык. Ну да. Я не знаю татарского языка, но тембр и голос Зули Камаловой попадает прямо сюда. Поэтому ты там ищешь потом где-нибудь в переводчике в каком-нибудь и слова песни, понять, почему тебя так, почему тебя так торкнуло. Да, 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 И да. обычно это совпадает очень даже. Ты А там перевод про сердце, которое кем-то оставлено и рассеивает свет и так далее. И, короче, очень-очень нежные строки. Юлдыз, конечно, гений. Вот. Ну вот, в общем, если коротко про таткульт, вот так. Это было для меня большое открытие, что в татарской культуре столько нового, столько интересного и очень конкурентного. То есть это настолько качественно сделано. Разумеется, не все 100%, да, как и везде, но есть настолько качественные продукты, которые могут конкурировать абсолютно спокойно с, не знаю, с любой другой культурой, страной и так далее. То есть это прям уровень, и это здорово. Ты тут уже сказала одну важную вещь, за которую я ухвачусь, чтобы перейти дальше. У нас есть с тобой одна общая черта, и ты не знаю, догадаешься ли ты какая. Но если думать в парадигме того, что существует столица, а все остальное это периферия и провинция, то мы обе с тобой в какой-то момент из столицы переехали в провинцию, периферию. Как ты скажешь, что ты думала, что Казань это деревня? Вот у меня вопрос. Да, абсолютно. Я была человеком, который из какой-то малюсенькой, типа из малюсенького города приехал в Москву и такой, ну все, это типа центр страны, и везде в остальных местах только деревни, как бы. Вот. И это менялось уже только впоследствии. Это У мне. меня к тебе вопрос. Сколько раз у тебя спрашивали люди, почему и зачем ты это сделала? Слушай, мне кажется, последние 3 года для меня это как назвать свое имя, поэтому я даже не считаю. Когда ты знакомишься с каждым новым человеком, который так или иначе узнает историю, что ты жил там, а потом приехал сюда, вот, он, собственно, спрашивает. Последняя такая история была вчера. Мы были на, типа, пикнике, и чувак говорит, слушай, а мы сегодня вот говорили там с музыкантом, это же ты та девочка, которая приехала из Москвы, а ты сейчас делаешь какой-то СМИ, и ты такой, типа, ага, уже и рассказывать не надо, типа, все, супер, все знают. Вот.
Но мне не сложно, ну, в смысле, рассказать это еще раз здесь, поэтому, вернее, потому что я всем сердцем, ну, как бы люблю, во-первых, место, в котором я сейчас, а во-вторых, я сама была ровно тем человеком, которых я наблюдаю сейчас и среди своих сверстников, и среди каких-то людей помладше, которые живут в Казани, и такие типа, да ну, в Казани стрёмно, здесь ничего нет, надо отсюда валить в столицу, чтобы развиваться, йоу. Вот, и такой, да, конечно, это, ну, клево, можно поехать и прочее. Просто интересно, что когда ты начинаешь прощупывать и говоришь, а что ты знаешь про Казань? Расскажи, какие у тебя любимые места? И люди говорят, да здесь вообще ничего нет. И типа они даже не, ну, не трогают свой город, да, они его не изучают, и, в принципе, не знают, что в нем есть классного, и что здесь просто куча возможностей, и в том числе, особенно для творческих людей, особенно для тех, кто, ну, как бы не сидит ровно на месте и готов что-то там, да, поискать, посмотреть. Вот. Есть сферы, в которых действительно в Казани может быть сложно развиваться, я не отрицаю этого, но для каких-то, наверное, историй про, там, не знаю, которым я занимаюсь, да, это там и занималась, современный театр, новая культура, может быть даже, ну там, дизайн, архитектура, может быть даже, хотя в этом я меньше шарю. Мне кажется, в Казани в этом смысле очень клево, потому что сейчас, что самое важное, лет 7 назад Сапрыкин говорил, что типа, чуваки, Москва не резиновая, поэтому начнется вот эта темка, будет рассредоточение по регионам. И я такая сидела, слушала, а я была там в курсе на 3-м или на 4-м. Я такая типа, ха-ха, ну конечно, что-то вообще, что-то не то говорит чувак. Причем я понимала, что он как бы умный, но думаю, ну что он такую ересь несет? Но на самом деле через время, вот, да, через время мы видим эти изменения, которые происходят в городах. Понятное дело, что Казань и Татарстан ближе всего к Москве, и, может быть, за счет этого здесь это быстрее происходит. Ну, первое — это удаленность, да, второе — это ресурсы, которые Татарстан вкладывает в себя, как он хантит людей, чтобы здесь, да, что-то развивать. Но я была в Екатеринбурге, мне тоже очень понравилось. Я была в Воронеже, и даже там 2 года назад я видела какие-то зачатки, да, ну, таких развивающихся историй. Вот. Я была в Сочи, ну, там в плане, наверное, культуры еды все очень здорово. В плане Мгм. культуры просто как таковой пока еще плохо. Там был список из 10 мест, которые я себе сохранила, работал только одно на момент, когда я приехала. Но в любом случае, вот это, там Нижний Новгород, Пермь, да, театральные истории. Я думаю, что сейчас действительно все больше и больше регионы будут прокачиваться, и в них будет становиться клево жить. Например, когда я после 7 лет в Москве приехала в Казань, год, типа, угорать. И потом я вернулась в Москву, и я поняла, что я уже настолько избалована Казанью, тем, что ты можешь не ездить на общественном транспорте, Да. тем, что ты, в принципе, если сказать одним предложением, ты здесь успеваешь больше все, типа жить, любить, работать, отдыхать, что делать, потому что у тебя, я подсчитала, я сейчас не помню цифру, но я как-то пробовала подсчитать, сколько я сэкономила на дороге, и вышла какая-то такая сумасшедшая цифра, что я сидела и какое-то время осознавала, что, камон, это вот столько я жила те годы в дороге, вот это да. Вот, ну и много каких-то таких вещей, которые ты сравниваешь, и, в принципе, побеждает, наверное, вот такой не очень большой город, в котором по уровню все уже приближается к столичному. И, наверное, удобнее жить в таком городе и, там, не знаю, раз в месяц или в полтора-два просто ездить и добирать ощущения или то, что тебе не хватает, но остальное время жить как топчик-люксик, вышатка девочка. У Типа, меня как тебе надо, так и У меня живешь. Да. похожий опыт. Я, получается, из Петербурга, закончив здесь учиться, я поехала в Москву и работала и жила там 2 года. И у Мгм. меня было ощущение, когда я ехала в Москву, что в Петербурге вообще такое болотце, уже все неинтересно, я все изучила в Петербурге, и как бы, ну... А Москва — это что-то новое, совершенно другие расстояния, все совершенно другое, все это просто раздолье. У меня Мгм. не было никаких там амбиций, но при этом я участвовала в очень крутых проектах. Потом я поняла, что я очень скучаю по Петербургу, и я вернулась в Питер, и я поняла, что то ли Москва меня как-то разогнала до этого, но я вдруг обнаружила, что в Петербурге очень много... Если ты хочешь, ты на самом деле не будешь не успевать ничего так же, как и в Москве, потому что здесь тоже есть какая-то очень большая вот эта творческая тусовка, и более того, очень Мгм. много моих каких-то московских друзей, которые начали замечать, что действительно в Петербурге
в других городах, в Казани, можно сделать то, что ты не можешь сделать в Москве, потому что там либо уже стирается некая такая некое восприятие нового контента, да, а с другой стороны, очень высокий уровень конкуренции, всего очень много, а этого, например, еще нет в Петербурге, и можно приехать сюда и сделать это впервые, и сделать здесь это очень хорошо и как-то очень по-своему, не оглядываясь на тех, кто там в Москве. Это очень-очень интересно. И я была удивлена, что у меня так изменится впечатление. Я все равно периодически, естественно, приезжаю в Москву для того, чтобы получить какой... Всегда бегаю, но последний раз я приезжала туда специально в обуви на каблуках и поняла, что можно Москву воспринимать в 3 раза медленнее. И это какой-то совершенно другой экспириенс. Нужно везде выходить за 2 часа раньше. Это вот про то, что ты говоришь. Да, действительно, расстояние — это столько времени в транспорте и столько времени на траты на расстояние, это просто убийственная вещь. Да, и здесь же очень сильно влияет твой предыдущий опыт, условно говоря, когда я из очень маленького города в Оренбургской области, он называется Абдулино, там живет 1020, может быть, человек, где ты просто вот как бы до любого места по щелчку добираешься, ты переезжаешь в Москву, и ты говоришь себе: окей, это совершенно другой город, здесь так принято, и ты даже не думаешь о том, что ты тратишь какое-то время, что просто это данность. А когда у тебя есть Казань, например, да, или другой город для сравнения, в котором ты уже знаешь, что там вообще-то клевый уровень жизни, и вообще-то там есть вот это, вот это, вот это, вот это, и абсолютно точно ты говоришь, там можно делать какие-то вещи, которые ты не сделаешь в Москве так быстро, потому что это все-таки конъюнктурная история, да, нужно, там, не знаю, если ты придумал делать что-то в новой сфере, тебе нужно в новую тусовку, все-таки, ну, какая-то эта история довольно длительная, а там не сработает все по щелчку, редко такое бывает. Вот. Хотя мы тоже делали в Москве сервис, который был первым в России, но все же у чувака, который это придумал, была какая-то история до этого, медийная и прочее. А в Казани действительно ты что-то придумываешь, и через, не знаю, в течение года это можно уже начинать делать, или даже быстрее, в течение нескольких месяцев. И в этом, конечно, кайф. И вот когда у тебя есть эта база для сравнения, ты уже такой говоришь: так, жизнь у меня одна, нужно выбрать то, что получше. Вот, и как бы делаешь этот выбор уже как-то взрослый и осознанно. Да, очень многое познается с опытом, и разнообразие тоже. И ты, получается, сейчас как раз делаешь проект у людей, которые вернулись или переехали в Казань. Да, у меня история получается следующая. Моя подруга Радмила придумала проект года 4 назад, просто она понимала, что тогда, ну, как бы рановато, да, это еще не стало трендом. Она сама тогда переехала, еще там ее знакомые кое-какие переехали, и это только начало намечаться только, да, то есть это не было таким, может быть, масштабным, как сейчас происходит, да, как сейчас люди могут там переезжать в регионы. И где-то год назад мы задумались о том, что вот сейчас уже как бы самое время. И вот получается в прошлой зимой, в декабре, мы запустили проект. И он действительно про тех людей, которые, например, родились в Татарстане, жили здесь какое-то время, потом уехали за новым опытом, учиться, работать, не знаю, еще что-то делать куда-то в другое место, в другую страну. У нас последняя героиня, например, которая выйдет сегодня ночью, это человек, который жил в Японии 10 лет. Вот, и, собственно, потом вернулся. Есть разные истории. Люди жили в Америке, в Финляндии, там, в Москве, в Питере, да, и потом все-таки выбрали вернуться. Ну, и не зря, потому что сейчас Татарстан очень классный регион, он очень клево развивается. Вот. И очень интересно смотреть на то, почему это выбирают другие люди. То есть у каждого свои причины. Вот у меня там, я озвучила, вот, мне важнее больше успевать что-то делать, да. Есть люди, которые, там, для которых очень важна идентичность. То есть для меня, скорее, татарская идентичность, она не была основополагающей какой-то историей, по которой я скучала, потому что в Оренбургской области она такая немножко русифицированная, да, и поэтому, ну, я могу сказать, что моя идентичность татарская, она стала здесь только раскрываться как-то, но я не могу сказать, что я там поэтому скучала, а кто-то едет именно потому, что вот не хватает языка, там еще чего-то, и у всех разные-разные причины.
И это очень здорово. Кто-то говорит, я здесь могу делать ровно все так, как я хочу, ни с кем не идти на компромисс, да. И этот чувак делает сейчас свое там, заведение вообще в сфере общепита. И у каждого свои причины. Очень клево смотреть на истории людей. Вот Радмила, кстати, присоединилась. Радмила, Радмила, привет. Мы говорим как раз про Кайтам, про проект, который Радмила придумала. Вот, ну и, собственно, вот, да. Делаем сейчас такую штуку. Каждую неделю выпускаем нового героя. очень круто. Можно зайти на сайт Кайтам, да, то есть просто в .ру. .ру и Да. найти. Очень красиво сделано. И у меня жутко смешная история, связанная с названием этого проекта. Так, рассказывай. Это называется 15 секунд моей славы. Шутка. Короче, мы в феврале делали, у нас была очень такая обширная, долгая, сложная проектная сессия. И, в общем, мы там 2 дня буквально, знаешь, там по 10 часов сидели, иногда кушали и обсуждали будущие проекты и вообще там то, что будет делать дальше институт всей командой. И, значит, в момент, когда обсуждали какие-то интересные проекты, которые нас вдохновляют, и я говорю, ну вот, слушайте, вот есть такой по референсам очень... Я решила блеснуть, что я, типа, держу руку на пульсе татарской культуры. Так. Это уже заведомо промах, конечно. А я говорю, ну вот я знаю, что сейчас вот Радмила и Альбина делают потрясающие проекты вот по тому, по нарративу и по тому, как там сверстан, значит, сайт, по тем историям, как они это подают. Вот это же какой-то очень интересный проект, Каймак, он потрясающий. И, понимаешь, уже мозг уже просто плавился. То есть все почувствовали, что-то не то, но никто как бы, у никого же не было сил что-то сказать, и только Володя Шадрин так наклонился над столом в мою сторону, он только Кайтам, Катюш, Каймак — это сыр. То есть я, конечно же, знала, что... Вова корректор еще тот. Меня он тоже корректировал, но я не буду, чтобы не позориться, говорить, какое я слово как говорила. Я даже не заметила подвоха, что я сказала что-то не то. Я была уверена, что я блеснула. Ну, слушай, ты блеснула, потому что каймак, мне кажется, это тоже очень круто и по-татарски, поэтому, ну, как бы, мы можем как-то совместить две эти истории и придумать что-то такое. Возвращение сыра, да, на родину. Да, почему нет? Есть классные татарстанские сыры, можно как-то эти истории подвязать, например, для следующего проекта гастрономического. Каймак — отличный вариант, спасибо, да. Спасибо, родные. Ну, в общем, это было очень смешно, конечно, неожиданно. Я запомнила теперь на всю жизнь название вашего проекта. Вот так люди и учат татарский язык, собственно. Да. Мы в конце с тобой придем к пытошно-татарским языком в этом эфире. Не волнуйся, все еще впереди. Давай поговорим про Альметьевск, про твой визит. Расскажи, пожалуйста, ты что-то знала об этом городе до этого? Какая у тебя была информация о нем? Да, я знала, конечно же, про этот город по одной простой причине. У меня училась там моя старшая родная сестра в нефтяном университете, институте, вернее. Вот, и я как-то приезжала к ней в гости, но я приезжала исключительно потусить в местных клубах. Там были веселые диджики, вот, и мы как-то, наверное, раз в год собирались все в Альметьевске, может быть, 2 раза в год, пока моя сестра там училась. Для меня это был город, который чуть крупнее моего. Ну ладно, не чуть крупнее, достаточно крупный, но типа по ощущениям это была деревня, конечно, потому что я тогда уже из Москвы приезжала. То есть, не знаю мою градацию городов на тот момент, на момент моих первых курсов это Москва и деревни, да, вот. Но со временем, то есть я читала какие-то там новости, еще что-то, да, стало понятно, что, ну, развиваются не только миллионники, я думаю, что в Альметьевске, ну, сколько там, 1200, наверное, я не знаю, честно, не посмотрела население, вот, но, ну, и понятно, что мы все существуем примерно в одном каком-то культурном поле, да, все читаем интернетики и прочее, и все развиваемся, но очень клево, что, например, там, вот эта история с велосипедными дорожками, да, которая там прогремела на всю страну, где родители не боятся отпускать своих детей от дома до школы, там они едут и прочее, это, конечно, кайф. Вот. И когда вот вы начали, собственно, свою программу
Понятно, что это тоже очень мощная штука, и что меня больше всего удивило, это то, что она растянута на 5 лет, да, и это такая очень фундаментальная работа. Там, когда я приехала уже на пресс-тур, на который вы позвали, я, конечно, увидела Альметьевск типа, с другой, скажем так, стороны, потому что, во-первых, я не тестила велодорожки до этого, это был мой первый раз, то есть это полное впечатление такое, вот. Во-вторых, мне вообще показалось, что это, ну, то есть, я не знаю, это такое какое-то удовольствие понимать, что вот что-то самое сочное и классное происходит там, где ты сейчас, да, ну, там, не ровно в том же городе, но в том регионе. И, наверное, ну, когда я увидела вообще, вот, собственно, муралы, да, все эти настенные штуки, я поняла, что наверняка город, ну, как-то, наверное, быстрее будет меняться, чем, например, если сравнивать его с любым другим городом, в котором нет таких мощных паблик-арт историй. Вот. Кстати, тут присоединяются ребята из Альметьевска, они вот тоже говорят про свой город, что там стало клево. Второе мое впечатление, вот такое самое новое, да, когда мы уже прошли и послушали истории, и я там выбрала уже, какие у меня любимые муралы, про чай, арты и так далее. Ну, я обожаю про чай от итальянского художника, да, там это очень красиво, очень классно, и это про, собственно, традицию, чаепитие, и у меня и в семье это было, и так далее. Вот. И очень мне понравилось название само, да, «Сказки о золотых яблоках». И я не знала, на самом деле, эту сказку. И когда я услышала эту сказку, это тоже такой... Ну, вообще, сказки — это особый мир, очень классный, я очень их люблю. И когда я поняла, что это за название, какие там, собственно, какая предыстория, я подумала, блин, очень круто. Вот. И еще мне понравился мурал, по-моему, иранского художника. Про выход из этой коробки, который, ну, как бы, условно говоря, какой-то человек видит, а какой-то нет, но он всегда есть. Вот, это очень здорово. Ну, и да, когда ты понимаешь, что, там, условно говоря, ты даже 5-7 минут не пройдешь по городу, где бы ты ни гулял, не увидев что-то такое, да, потрясающее, то если бы я была жителем этого города, вне зависимости от уровня моей насмотренности, интеллекта, подготовленности, я бы задала себе вопрос, а что это вообще такое, да? И, ну, наверное, начала бы как-то раскапывать, пытаться понять, что это за там, рисунки появились и прочее. Вот. И я бы, наверное, начала 100%. Потому что, ну, невозможно ходить мимо и, ну, не задуматься, да, потому что это колоссальные штуки. Поэтому мне кажется, то, что вы делаете, это очень развивает среду. И меня просто потрясла история с вашим подходом, когда полгода или даже больше, да, там вот, ну, как бы в холодное время года идет исследовательская работа, очень такая мощная. Я вот, ну, пробую сейчас вспомнить, и я таких проектов не могу вспомнить, в которых исследовательская работа идет так мощно и долго, и только потом, когда все супер осмысленно и прочее, плюс проговорено с жителями, да, это очень круто и очень важно, типа, как мы это будем делать. Потом только идет этап уже тот, который станет виден, да, уже аудитории. Вот, это вау, вау. У меня было впечатление такое, типа, это вообще возможно, это в Альметьевске, что я вообще в какой реальности? И нужно было какое-то время, чтобы в себе это как-то утрясти, понять и еще раз порадоваться потом. Слушай, ты права, конечно, это удивительно, но правда, существует большое количество разных фестивалей стрит-арта, да, в меньшей степени паблик-арта в разных точках нашего мира, и в основном они строятся на том, что есть какая-то тема, я не знаю, там, мир во всем мире, грубо говоря, да, дальше куратор выбирает каких-то очень крутых, прикольных, которым ему нравятся художники, да, не пишут художников, они приезжают, и дальше в каждом своем стиле он просто думает о том, что такое мир во всем мире. Все. Этим все дальше заканчивается, они уезжают, эти муралы остаются там на домах, да? Да, для меня, на самом деле, это тоже огромный вопрос. Вот, например, когда искусство выходит там в общественное пространство, да, как в случае с паблик-артом, и когда оно заказано, то есть мы же понимаем, что паблик-арт — это история про заказанное искусство кем-то, да, и здесь есть тоже
стандартизированное какое-то стереотипное мнение, что заказывают богатые дяди, тети, которые нифига ни в чем не шарят, получится всегда дерьмо. Это так тоже бывает, к сожалению, но это не всегда так. И вот мне кажется, Альметьевск — это показатель того, как это на 100% вообще не так, как это может быть клево, да. И вот для меня вопрос, да, если искусство выходит в какое-то общественное пространство, должно ли оно быть, например, понятно, я не знаю, как вы решаете эти вопросы, но в любом случае есть, наверное, стычки с жителями и так далее. Должно ли оно быть понятно совершенно неподготовленному зрителю? Вот как я говорила, если бы я жила там, и, да, ну, и была бы совершенно ненасмотренная, и там впервые в жизни это видела, я бы все равно, наверное, что-то стала там, не знаю, искать, гуглить. Ну, мне кажется, в любом случае, сколько бы, ну, споры эти будут вечно, да, это какое-то лавирование между вот, типа, не знаю, иногда, может быть, элитарным искусством, типа, куратор все знает, и там художника классного пригласил, и у художника такой классный взгляд, и он так видит и чувствует, сейчас все сделают, а потом никто не поймет, да. Это подход, да, это тоже подход. Кому надо, тот поймет, типа, можно так, да. А можно отталкиваться от того, что есть в основе, от каких-то фольклорных, народных историй, может быть, местного уличного какого-то искусства, и какой-то вот этот симбиоз между уличным и элитарным ввести в диалог и, да, потом уже что-то осмысленно делать. Мне кажется, вот вы делаете просто на каком-то идеальном балансе, я не знаю, как вам это удается. Может быть, мы не знаем про все терки, которые у вас есть с жителями, а может быть, их и нет вообще. Но когда я приехала, я видела, как Ракель Родриго, приглашенная, собственно, художница, вышивала вместе с местными ребятами, и это Да. выглядело так, будто мы просто попали в какое-то другое измерение, и вообще никому не надо быть подготовленным, неподготовленным, насмотренным, ненасмотренным. Просто люди пришли, и они получают огромное удовольствие от того, что они вместе занимаются просто каким-то творческим процессом, который потом превратиться в мурал на стене, да, и это совместное такое творчество. Это, короче, это потрясающе круто. Ты затронула просто, знаешь, такие, как это сказать, не то что болевые, но такие очаги. Это темы, на которые можно разговаривать, в принципе, просто, мне кажется, вечно. Вообще, что такое... И всегда будут недовольные все равно. Не столько, сколько недовольные. Мне кажется, что очень трудно прийти к какому-то прямо вот четкому консенсусу, что такое верное искусство в публичном пространстве, как оно должно на самом деле выглядеть, потому что почему-то этот вопрос возникает только когда мы говорим об искусстве, но мы ежедневно потребляем тонны рекламы в нашем пространстве, и нас никто не спрашивает, и мы даже не задумываемся об этом, о том, что никто нас не спрашивает, почему мы все это видим, весь этот информационный шквал, который просто погружает нас и еще же заставляют тратить на это деньги каким-то образом. Это вообще очень... Но мне кажется, это работает просто очень таким примитивным способом, когда человек видит рекламу, он думает, ну, типа, это бренд потратил свои денежки, да, а паблик-арт — это, типа, наши денежки из наших налогов, и поэтому мы тоже имеем... Может быть, это так работает, не знаю, может, поэтому так же, как мы какие-то вещи не замечаем, или как там Роберт Мусин, по-моему, говорил, да, что, типа, вот, например, монументы, с которыми, кстати, монументальное искусство, с которым сопоставляется иногда паблик-арт, или некоторые, наоборот, пытаются их разъединить, что монументы — это как раз то, что мы меньше всего замечаем в городском пространстве, несмотря на их объем, размеры и прочее. Мне кажется, реклама точно так же. Это то, что мы просто перестали замечать, потому что это бесит. Вот. А когда появляются паблик-арт истории, они же новые, это новое. Ну, типа, это понятно, что это не реклама, это что-то другое. Особенно в Альметьевске, в котором этого практически не было. Поэтому это может вызывать какой-то резонанс, не знаю. Это то, что должно цеплять, наверное, как-то. Может быть, не должно. В общем, это прям такая зона, в которой можно очень долго разговаривать. Вот еще ты интересную вещь сказала о том, что если бы ты наблюдала это в городе, ты начала этим интересоваться. Это правда, то, что я начала замечать. Первые же экскурсии в 2018 году начала вести я сама. Я на велосипеде, там мы собирали людей, каждое воскресенье, по-моему, у нас была одна экскурсия, на которой я рассказывала, и в этот момент параллельно еще художники рисовали что-то, потому что еще меньшая часть муралов была только сделана. И люди очень интересно реагировали, жители города интересовались: ой, а что это, иранский художник, господи, а что он делает в Альметьевске? Ну, как бы... А что, мы какие-то особенные, почему, типа, что он, в смысле? Ну, это, с одной стороны... Почему нас выбрали, да? Да, почему он приехал в Альметьевск, что здесь такого, ну, как бы, чем мы такие особенные? То есть мы можем гордиться тем, что к нам приехал какой-то известный художник. Один раз меня потряс комментарий, девушка сказала: это что, я начну любить этот город?
Я не поняла, что сейчас происходит после экскурсии, она не сказала. Класс. С другой стороны, это очень интересно, знаешь, как там разговариваешь с той же самой Ракель Родриго, которая плохо говорит по-английски и легче говорить по-испански. Я в Барселоне, когда была, друга просила, чтобы он там помог нам с ней делать перевод, и вышел в скайп, вместе поговорили. Она тоже, что такое Альметьевск, Россия, понятно, а что такое Татарстан, непонятно. Они даже не знают, куда они едут, да. То есть, Да, вот, и такие переспрашивают: Татарстан? Это Казахстан, что ли? Это Казахстан? Это где? Альметьевск, это Россия? Ну, ты такой говоришь, да, типа, да, Россия, успокойся, все в порядке. Но на карте же нету этого, что это? А потом они приезжают, там 3 суток вышивают на арабице с жителями, жители ей там светят фонариком, и она потом после делает постики и пишет, что она скучает по Альметьевску, по радушному городу, что прям вот семья. Это, конечно, очень интересный симбиоз и очень интересный процесс. И, наверное, именно благодаря вот этому интересу со стороны жителей, с этого вопроса, а что это такое, и нашему посылу, что этот проект делается не для проекта, а для города и для жителей, родилась идея вот этот курса «Кит по сказкам», когда мы просто отобрали 10 жителей города, которые были изначально заинтересованы, они должны были там записать видео о своей любимой работе, то есть им нужно было посерфить, поискать, как этот мурал называется, кто его делал, почитать какие-то пресс-релизы, публикации, составить какое-то свое впечатление, записать видео, рассказать об этом, да. Это люди с совершенно разным бэкграундом, у них нет никакого искусствоведческого образования, ну, то есть максимум они рисовали, у них есть художественное образование, там, у Вики, например, да, но при этом, то есть, да, там, нефтяное образование или еще какое-то, да, нефтянка за плечами, и вот им настолько интересно это стало, что они теперь водят экскурсии по этим работам, при этом они не просто рассказывают о них как о муралах, там, они рассказывают через призму своего личного опыта, потому что мало того, что работы сами по себе основаны на каком-то татарском культурном коде, на Альметьевске и на истории Альметьевска, да, они могут рассказать о том, что вот у меня в детстве, вот как обед таксиса, да, вот у меня у бабушки в детстве было то же самое. Рассказывают это вот. Но мне кажется, только так сейчас и можно привлекать внимание, то есть, условно говоря, какой-то унифицированный подход, который для всех, он совершенно перестает работать, и мы можем достучаться как бы до других людей только через какие-то личные истории. И если ты рассказываешь даже историю про город, да, вот ровно так, как я рассказывала, как я полюбила Казань. Когда я приехала и просто смотрела, мне показалось, что это... Ну, я и недостаточно зрелой была, может быть, чтобы оценивать какие-то вещи, но мне показалось, ну, деревня деревни, да. Вот. И это ошибочная штука совершенно, потому что буквально в течение года я посмотрела на город глазами человека, который, да, Радмила показала мне город своими влюбленными глазами, и, разумеется, через вот эту личную историю тебе передается тайное знание, скажем так. Вот. И ваши гиды, мне кажется, абсолютно этим поражают в самое сердечко, потому что я помню, когда мы, там, собственно, ходили и смотрели, у каждого из них были какие-то свои истории, связанные с этим, и именно благодаря, может быть, их личному ты больше любишь основную историю, о которой они рассказывают, больше проникаешься ею, скажем так. Вот, это классный подход. Для меня вообще, знаешь, когда я делаю какой-то проект, я делаю, думаю о том, как было бы ли мне это интересно. То есть, поскольку я там много лет сама водила экскурсии, и по стрит-арту, там, музей уличного искусства, я очень мало рассказывала всегда про, знаешь, про концепцию самой работы, да, я больше рассказывала об экспириенсе художника, который делал эту работу. Вот. Я всегда старалась еще получить информацию вот этого бэкграунда о том, что происходило с художником, пока он это делал, какие он переживания получил. Потому что, например, там какая-нибудь Джазу Янг, которая делала отпечатками пальцев работу свою на стене, да, что с ней было, какие у нее были, реально она искала на 1 мая себе чем подлатать пальцы, потому что она просто их стирала. Вот. Ну, какие-то вот такие живые истории, которые рассказывают... Можно было использовать татарскую хитрость, ну, как бы, поскольку она на татарской земле, да, и привлекать незаметно других людей. Это как я читала, я помню, причем это я узнала именно из штуки, которую прислали во время пресс-тура, очень смешно, но действительно так.
Ну, есть вот эта байка там про хитрых татар, но это на самом деле не байка, реально татары хитрые. И когда я только приехала в Казань, я думала, господи, как так, все только ищут, как бы себе получить чего бесплатно и получше и так далее. Вот, и в вашей этой штуке для гидов прочитала какую-то пословицу татарскую, что типа без хитрости скучно жить или что-то такое. В общем, это очень весело. Я не могу сказать, что я поддерживаю это, но это весело. Вот. Но иногда это хорошее качество, найти себе то, что ты хочешь, самым лучшим образом. Да, да, да. Иногда хитрость спасает. Ну, Надо ей научиться. это тоже интересно, знаешь, когда ты приезжаешь и видишь, как Ракель делает с ребятами работу, ну, то есть вышивает, и приезжают жители, там больше 100 человек, и двор весь с ней вышивает. А ее основная работа до сих пор еще не прилетела в страну, потому что она даже еще из Милана не вылетела. И у нас там параллельно план ураган, как бы вызволить эту работу, чтобы она долетела в последний день, и она хоть как-то ее доделала. И вот это мы вот так вот все как бы... Ракель такая, it's okay, все в порядке, я верю, расслабьтесь. Я вот, знаете, здесь так все хорошо, что я вот верю, что она придет. И она реально там после смешных историй, как нам пытались памперсы отдать наш travel-менеджер, и, значит, нас связывают со всеми и в Милане, и там в Шереметьево, и говорили, да, мы нашли упаковку, похожую на вашу, открыли, ой, нет, что это вроде памперсы. Нет, это не наша работа, говорим, нам не надо присылать это. И потом она с жителями до ночи, они фонариками ей светили, они доплетали эту работу, потому что она приехала в воскресенье там после 3 часов дня. Вот, ну, то есть вот такие Ну, очень вот... круто. Мне кажется, такие истории как раз сближают, когда вы понимаете, что что-то пошло не по плану, и вам нужно вместе с этим справиться. Это классно, на самом деле. Ну, типа, это, конечно, в целом не классно, что что-то задерживается, там, что что-то не долетает, но какой-то эффект имеет на, ну, собственно, на людей, да, по итогу. Мне кажется, это потрясающая история с фонариками и всем этим. Только говорит о том, что она как бы, да, как-то проникла, видимо, в их души, и они готовы там ей помогать и прочее. Ну и Ракель вообще, в принципе, это, наверное, заслуга кураторов в том числе, в том, что они подбирают таких художников, которые умеют найти подход, да, и умеют с любым человеком подружиться и очаровать его. Я мечтала привести Ракель, потому что Ракель в свое время такая самая гугл на самом деле барышня в русском интернете. Все ее работы растащили по пабликам. Мне было жутко интересно, что это за барышня. У нее есть там несколько таких прям самых известных из Рабицы, где-то в Испании, дом очень красивый, с дверью. Вот, и я ее очень долго искала и нашла ее в интернете, и очень мечтала ее привести, потому что мне казалось, что это какой-то... Я даже не знала, делает ли она мастер-классы с людьми, ну, то есть с жителями. А у меня была именно идея, что это может быть то, что она может разделить с альметьевцами. И что-то могут даже альметьевцы ей дать, потому что народное творчество и вышивание, и вообще благоустройство своего пространства, да. это такая очень... То, что я подсмотрела в Альметьевске, то, что я видела во дворах вообще в Альметьевске. И я была очень рада, что удалось с ней... Как в Питере есть Жек Арт, да, да. Все выбирают. А это Альмет Арт, йоу. Это, да, 100% это Альмет Арт. Слушай, у меня есть потрясающая рубрика здесь, пыточная татарским языком. Потому что, как ты поняла, по слову каймак, мой татарский, он потрясающий. Да. У нас есть такой, значит, тест, который мы делаем в конце эфирчика. Я обнаружила, что в интернете есть какое-то количество таких вот небольших тестиков, которых пройдя, можно узнать, насколько ты татарин, например. Интересно, давай попробуем. Мне интересно узнать, может быть, я еще больше оттатарилась за эти 3 года в Казани, потому что... Что ты татарский знаешь на слух, да? Ты, я, насколько понимаю, не говоришь, но Yok, мен сөйлешем де инде керек болғанда, но, как бы, я сказала, я, конечно, говорю, когда надо. Обычно я говорю с бабушкой, и это такой разговорный стилек. Не литературный уровень. Когда я читаю, например, стихи, там, Юлдыз Минуллиной, да, мне, или там какие-то, не знаю, открою любую татарскую книжку, то здесь уже точно будут слова, которые я не знаю. Иногда я слушаю даже, как кто-то говорит, и какие-то слова я не знаю. Но посмотрим, давай, пройдем тестик. Я просто думаю, что мой татарский язык ты не узнаешь. Короче, здесь есть такой потрясающий тест, мы можем пару штучек из него. Угадайте известные песни, переведенные на татарский язык. Значит, я читаю слова из песни на татарском.
А ты должна определить, перечисляю потом тебе варианты перевода, и ты говоришь, Мгм. она или не она. Ну, с Богом. Так. Minnem eget katlauli ultermede inde altınçı el utera. Это звучит как татарский рэпчик, такой типа «Йоу!» Значит, вот варианты. Это песня Ирины Дубцовой «Я люблю тебя». Татарка Алтын, гость из будущего, он чужой, а Егель татарин. Слушай, знаешь, мы можем делать тестик в обратную сторону. Сначала варианты, а потом слушать. Или это не очень? Можем так сделать, если тебе так легче, или наоборот. Да, а можешь, пожалуйста, еще раз прочитать? Потому что я Хорошо. Так. медленно Ты соображаю. просто мазохистка, конечно. Да, и мне нравится этот рэпчик, который ты читаешь, в Ладно. который превращается любая песня, Мне видимо, кажется, у татарская. тебя первое слово звучит как Эминем просто, а это разные... Через Эминем, через вот такую Да, именно. Minnem eget katlauli ultermede inde altınçı el utera. Ага. Я уже забыла варианты, но я не думаю, что это Дубцова, и, наверное, это не татарка, потому что там вроде другие, ну, в смысле, не песня Алтын, там вроде другие были. А какие оставшиеся два варианта? Будущего он чужой и Айгел татарин. Ну, вот что-то из этих двух надо... Надо один вариант выбрать. Ну, мне кажется, выбирать Айгел татарин это, наверное, слишком просто, поэтому пусть это будут гости из будущего, Гости из будущего. даже если это ошибка. Айгел татарин. Да? О, это слишком просто. Я, знаешь, пошла по пути, значит, наибольшего сопротивления. Надо было все-таки быть верной себе и выбрать самый простой для меня вариант. Ладно, Айгел супер, мы привозили ее, кстати, на фестик, и, может быть, привезем еще. Круто. А вообще, какой прогноз? Таткульт будет в этом году? Не знаю, если получится, типа, со всеми этими коронавирусными делами, то будет, если нет. Так, давай вторую песню. Ну, будем надеяться, что все будет. Вторую песню я тебе называю сначала варианты, но тут такие варианты, что я не думаю, что это поможет, конечно. Сейчас, так. Мы можем предложить нашей аудитории, тем 9 людям, которые нас смотрят, подсказывать мне. Так, у меня 14, я не знаю, почему у тебя 9. Ну, может, у меня с либо ускорением, либо опозданием, типа, знаешь, у меня уже кто-то отвалился и так далее. Так, давай я тебе варианты читаю. Кипелов «Я свободен», Наутилиус Помпилиус «Прогулки по воде», ТДТ «Песня о свободе» и «Гражданская оборуда. Свобода». Так, слова читаю. Мин эрекле куктеге кашлар кебек. Мин эрекле куркуны. Я свободен, словно птица в небесах. Это вот эта песня. Да, бинго! Ура! Что, ты хочешь сказать, что мой татарский стал лучше, да? Да, я хочу сказать, что за то время, пока идет прямой эфир, я же нахожусь в Татарстане, я как бы еще больше ототариваюсь, там какой-то процент повлиял, видимо. Я видимо, от контакта с Казанью. Да, это все влияние, инфлюенс, я же микроинфлюенсер, я на тебя влияю, и мы, видишь, вошли на меня в проект влияет. На меня проект влияет. Так, тут еще есть, значит, вот тест о том, насколько ты татарин. Здесь есть такие вопросы. Так, что означает бронебойное словосочетание «тг ни инде»? Просто набор слов татары так не говорят. Дай подумать. Ну, это самое... Сейчас, подожди секундочку, ты подвисла, можешь, пожалуйста, прочитать фразу и варианты с самого начала, потому что я не услышала окончание фразы. Слышно меня? Угу. Значит, фраза такая, «тг ни инде». Это просто набор слов татары так не говорят. Дай подумать. Но это самое и вариант иностранец. Это третье. Тренинде. Ну, типа, когда ты вспоминаешь, или когда ты не можешь озвучить в данной ситуации конкретно что-то, ты как бы выкручиваешься таким способом. То есть, ну, вот это самое. И ты, как бы, если человек понимает, он поймет. Кто понял, тот поймет. Попадание. Так.
Ура! Последний вопросик. Так. Пошел татарский фольклор. Вставьте пропущенное слово. Ага, вот такие задания меня всегда пугали, какого бы языка это ни касалось. Окей. Это пытошное, не забывай. Мгм. Так, без идек, без унике, слово идек. И тут либо без, либо каз, либо бас, либо кыз. Насколько я знаю, каз — это гусь. Каз — это гусь, крыс — это девочка. Проблема в том, что я знаю переводы этих слов, но я не знаю исходную считалочку или что это такое. Вот, поэтому я могу просто перевести варианты, например, и победить так. Ладно, давай попробуем представить. Значит, это считалочка. Считалочки обычно про всяких животных. А какие еще варианты, значит, там? Без, каз, бас. И тут А, девочек в татарском татарском костюме. Может быть, про Девочки в девочек? татарском костюме? Да. То есть там есть картинки, и я не Да. вижу половину загадки. Ну вот, Точно пыточная. тебе видно вот картинка. Да, это тогда это слово «кыз», то есть Ну, девочки. ладно, давай попробуем. Наверное, да. Но если девчонки там нарисованы. Бинго. Да, это подсказка была. Так подожди, сама загадка же так задается. Ладно, кто тебе такое сказал? Так, ну что, я там выиграла или нет? Конечно. Ура! Все, супер. Я становлюсь, мне кажется, я, получается, на один вопрос только не ответила, но пройдет еще немного времени, я поживу еще немного в Казани и стану просто суперэкспертом по всем татарским штучкам. Будешь отвечать без картинок здесь. Вообще, да, сразу. Просто даже без загадывания загадки сразу могу отвечать. Альбина, последний вопрос. Так. Мне кажется, что вот сейчас, честно говоря, это очень актуальная тема. Я уже, наверное, тоже не объективный человек, поскольку я прикипела душой к Татарстану, и я на самом деле очень скучаю по Альметьевску. Я мечтаю побывать там в Елабуге еще, и в Шугурово съездить, еще побывать в разных других городах в округе, и просто увидеть эти холмы и такую, как это, русскую Швейцарию. Ну, а просто это было мое лирическое отступление. Так. Почему стоит ехать в Альметьевск? Или, например, не стоит ехать в Альметьевск? Да ну, Господи, стоит, конечно, сам Бог велел. Как бы сейчас мы все, да, вынуждены, скажем так, не путешествовать за рубеж. Я не знаю, кстати, полеты открылись или... Стопроцентная татарка, мне кто-то говорит. Кто, вот, я? Спасибо. Нет, мне кто-то в комментах пишет, стопроцентная татарка. Вот. 90, наверное, процентов, но я согласна быть на все 100. Я думаю, что стоит ехать, потому что вот даже я, человек, который с городом был знаком, как мне казалось, да, я приехала, и это было прямо потрясение, как может меняться среда с помощью искусства, с помощью благоустройства, разумеется, городского, да, и это, конечно, потрясающий способ какого-то, ну, там, не знаю, внутреннего туризма на какие-то, например, выходные. Это просто очень классное решение не только для тех, кто живет там в Татарстане, еще не был в Альметьевске, но и для каких-то, может быть, и даже не только для ближайших регионов, но и для, мне кажется, например, Москвы и Питера в том числе, потому что из Москвы там доехать до Казани очень быстро, очень легко и просто, и можно посмотреть заодно два города, то есть посмотреть Казань и посмотреть Альметьевск, и, может быть, человек захочет, там, не знаю, посмотреть еще Болгар или Свияжск, например, да. Или самый молодой город в России, Иннополис, это тоже все очень рядом. Ну, в общем, это прям классная будет поездка, но я говорю это не на пустом каком-то месте, потому что ко мне приезжали мои однокурсники, друзья, которые всегда говорили: «Господи, ты чё из Москвы поехала в Казань, что там делать?» Типа, когда я только уехала. Вот. И потом они приезжают, смотрят, собственно, и либо говорят таким тоном, либо потом пишут капсом, типа: «Да, теперь мы понимаем», потому что ты показываешь город с любовью так, как тебе его показали, плюс добавляя, может, какую-то свою, не знаю, харизму или взгляды на что-то, ну и это работает. Да, вот комментарий: обязательно приедем из Челябинска, приезжайте, мы вас ждем. Вау, круто! Альбиночка, спасибо. Вы не пожалеете. Спасибо тебе большое за этот эфир, очень познавательный. У нас осталось там минута 12, 11, 10 секунд.
Это было Спасибо всем, кто нас смотрел. да, спасибо Тебе за большое, приглашение. что смотрел. Было очень интересно, и я надеюсь, что через какое-то время мы встретимся с тобой и в Альметьевске, или как? Подожди, вот так, вот так. Да, да. Мы, да, мы встретимся с тобой в Альметьевске и в Казани вместе. Это Спасибо тебе точно. большое. Пока. Ура! Класс! Пока-пока! Пока.